Здравствуйте! В начале несколько коротких информационных сообщений. Накануне в Национальном художественном музее открылась выставка «Три века русского искусства», организованная Русским музеем из Санкт-Петербурга. Эта передвижная экспозиция будет передвигаться по городам Дальнего Востока, и Якутск первый в этом маршруте. Газета «Аргументы и факты на севере» сегодня пишет со ссылкой на председателя комитета Илтумена Федота Тумусова о том, что правительство Якутии по существу заволокитило исполнение поручения президента Штырова о приватизации пакетов акций государственных в компаниях «Эльга-Уголь» и «Якут-Уголь». Между тем, если до 1 ноября этого года Илтумен не примет соответствующее решение, то, по сути дела, все эти акции уйдут, что называется, в свободное плавание. Накануне я вскользь упоминал об утечке газа из магистрального газопровода Хатасы-Павловск, что проложен по дну реки Лена. Утечка газа обнаружилась примерно где-то посередине, прямо на фарватере этой реки. Надо сказать, что пока никаких официальных комментариев на эту тему нет и, видимо, в ближайшее время не будет, поскольку велика вероятность того, что прокуратура возбудит уголовное дело по данному факту, и поэтому все ее участники, прямо или косвенно связанные со строительством, проектированием или эксплуатацией, конечно же, сейчас предпочитают не светиться, что называется, в средствах массовой информации. Но, между тем, как сообщил мне сегодня заместитель руководителя Ленского бассейна управления водных ресурсов Иннокентий Андросов, он, например, впервые, а сегодня уже четверг, напомню, впервые слышит об этой утечке. Соответствующие органы почему-то не решились довести информацию о происшествии вплоть до этого, в общем-то, главного природоохранного учреждения в нашей республике. В Республиканском управлении Госгортехнадзора, который непосредственно отвечает за подобного рода сооружения и их эксплуатацию, мне сообщили, что пока это газопровод используется по временной схеме, поскольку строительство окончательно не закончено. По дну реки проложена только одна нитка газопровода, в то время как по СНИПам, а также по самому проекту этого газопровода их должно быть две, основная и резервная. Эксплуатируется он, так сказать, пока по временной схеме, а окончательно строительство может быть завершено не ранее 2008 года, когда планируется уложить на дно Лены и вторую нитку газопровода. Между тем, оптимизм, что ли, я бы так выразился, сохраняет сейчас пока в компании «Сахатранснефтегаз», которая эксплуатирует этот газопровод. Там сообщает о том, что рабочее давление в газопроводе, в общем-то, пока в порядке, и никаких проблем с потреблением, вернее, с получением газа потребители на той стороне реки не испытывают. Сейчас эта нитка газопровода работает, по сути дела, как газовый баллон. То есть из газораспределительной станции на нашем берегу реки в районе Хатас туда подкачивают газ. Когда он достигает необходимых 20 атмосфер, кран закрывают. И до тех пор, пока потребители на противоположном берегу не разберут газ, давление не упадет, этот кран закрыт. Давление падает, кран открывают, давление снова повышают и так далее. Вот этот процесс происходит непрерывно. Надо сказать, что сам газопровод был построен еще в 2003 году, а в эксплуатацию по временной схеме он был пущен в 2004 году. Он представляет достаточно большое, крупное очень сооружение. В общей сложности его протяженность почти 30 километров, в том числе больше 2 километров постоянно находятся под водой на дне реки Лены. Трубопровод очень крупный, диаметр трубы 530 миллиметров, это больше полуметра. Ну и еще, пожалуй, одну цифру приведу, чтобы не утоплять вас особенно. Плановая проектная стоимость обеих ниток газопровода составляет 550 миллионов рублей. Повторюсь еще раз, что вторую нитку планируется начать укладывать в будущем году. Правда, пока, я так понимаю, что не решен вопрос с финансированием этой стройки. Напомню, что даже с газификацией противоположного берега реки в этом году возникли у властей, в общем-то, существенные проблемы. Потребовалось даже привлечение кредита Росбанка на эти цели. Ну, а большую часть сегодняшней передачи я предлагаю посвятить вопросам предпринимательства. Сегодня в Якутске начались мероприятия в рамках Республиканского дня предпринимателя. Представители многих улусов на конференции в отеле «Полярная звезда» провели специальную конференцию. Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте сейчас не превышает 15%. Это объясняется прежде всего монополизацией горнодобывающей промышленности. Однако и в прочих сферах предпринимательство больше пока находится в зачаточном состоянии. Исключение, пожалуй, составляет только торговля. Причина этого в проблемах доступа предпринимателей прежде всего к финансовым ресурсам, а также крупноорганизационные проблемы. В то же время вице-президент Акимов, обращаясь к участникам конференции, сказал, что власти вправе рассчитывать на более активное участие малого бизнеса в социально-экономическом развитии республики. Большая часть малых предприятий, конечно же, сосредоточена в Якутске. И вот одна из оценок ситуации в этой сфере нашей экономики.
к сожалению, в последнее время городские, именно городские структуры поддержки предпринимательства не очень активно работают. Да? Насколько я понимаю, там в настоящее время проводится реструктуризация, обновлено руководство фонда поддержки предпринимательства. Но вот сейчас мы ожидаем от них определенных шагов в направлении поддержки предпринимательства. Но в настоящее время больших изменений не было, насколько я знаю. Вы знаете, вот особенно начинающие предприниматели, ну я бы сказал так, грешат каким-то таким несколько романтичным взглядом на вещи, на то, что структуры их могут поддержать, в том числе, когда они узнают о том, что есть фонд поддержки предпринимательства, то они предполагают, что туда вот можно прийти, деньги какие-то получить и так далее. Вот насколько это реально и насколько реально, скажем, вообще поддержка вот особенно начинающего бизнесмена, вот именно финансовая на первых порах? Ну, финансовая поддержка на первых порах в основном у нас осуществляется со стороны республиканских органов государственной власти. Это республиканский фонд. Министерство активно поддерживает в этом плане. Ну, не само выдает деньги, а вот именно через фонд поддержки. Что касается вообще поддержки как таковой предпринимателя, я бы предпринимателям рекомендовал все-таки надеяться больше на свои силы. На свои силы, потому что со стороны государственных органов большой поддержки ожидать не стоит. Реально? Реальной, да. Но методическую, наверное, все-таки Ну, безусловно, методическую помощь, консультативную какую-то, в том числе и Министерство предпринимательства постоянно оказывает. Но вот что касается финансовой, материальной поддержки, в первую очередь надо надеяться на свои силы. Вот на круглом столе в связи с Днем предпринимателя будет обсуждаться в том числе и городские проблемы. Вот как бы вы выделили, какие из них наиболее главные? Ну, на мой взгляд, на сегодняшний день перед предпринимателями основные проблемы, два основных блока. Ну, земельный вопрос, он всегда был одним из самых острых. Кроме того, хотелось бы отметить проблемы, возникающие с правоприменительной практикой Роспотребнадзора, то есть получение разного рода разрешений, санитарно-эпидемиологические заключения и так далее. Вы какие-то будете предлагать варианты решения двух этих проблем, либо это просто констатация факта? Нет, это в основном констатация фактов, потому что на сегодняшний день, к сожалению, мы, скажем так, выхода решения этих двух проблем пока не видим. Есть и оптимистичные оценки. Одна из динамично развивающихся отраслей малого бизнеса – это туризм. В этой отрасли зарегистрировано 55 фирм. Представители части из них, а также предприниматели, занятые в смежных отраслях, накануне в Намцах провели двухдневный мастер-класс по быстрому строительству объектов туристической инфраструктуры. Быстро возводимые конструкции, скажем так, из природного материала. А этим, конечно, владеет мастерством известный всем Василий Атласов. Да, и вот мы проводили 2 дня мастер-класс у него. Первый это была теория, это у него в туркомплексе Тыхая. Все собирались, посмотрели, как это все делается, как это все выглядит. А на второй день, буквально вчера, в день Всемирного дня туризма, мы выехали в Намский Улус на турбазу Юнер. И там был организован уже практические занятия. В смысле, с топором в руках, что ли? Конечно, там уже были заготовлены материалы. У нас там у всех было, были представители Сунтарского улуса, Нюрбинского улуса, Амгинского, Верхоянского, с Намского, безусловно, очень много было людей, с города Якутска были, да, приезжали. И вот это все, значит, они построили один небольшой объект. Вот так? За день мы построили объект. Даже так? Конечно. А что именно? Ну, не туалет? Нет, конечно, это, скажем, такое небольшой шатер или типа, скажем, бунгало такое, да, типа бунгало, что-то такое, потому что там были элементы, это тонкомер, потом жерди, камыш был использован, летнее, скажем, летнее жилище такое небольшое, которое может быть использовано как небольшое кафе летнее, может быть это, скажем так вот, небольшой гостиничный номер летний, безусловно, да, многофункциональный такой вот объектик. Ну вот с объекта Атласова в свое время, это лет 10, наверное, назад еще все началось. А насколько сейчас это действительно распространилось в такие небольшие какие-то локальные места для приема, для обслуживания туристов? Вот можно ли сказать, что есть какие-то, они очаговый характер носят или уже повсеместно распространены все-таки? Повсеместно это сказать еще трудно. Конечно, это носит очаговый характер. Я не имею в виду крайний север, да, ясно дело, что там... Скажем, в этом году уже базу построили в Верхояне, да, уже одна база есть, там предприниматель. Вот что меня радует, предприниматели, которые занимались, скажем, торгово-закупочной деятельностью, там, каким-то другим бизнесом, они начинают очень
с перспективой, там, в виде перспективы входить в туристский бизнес. Уже строят, скажем, какие-то комплексы для туристов, для, скажем, ну хорошо, в Верхояне раз, да, в Намцах, Намцы два вот да, назвали, в Сунтарах, район, в Хангаласском Улусе, да, вот, очень, значит, ну, Аймекон уже не А вот если так сбрасывает. попробовать в совокупности оценить, примерно сколько людей занято вот сейчас в этом бизнесе? В туристском бизнесе, ну, у нас где-то работающих активно около 30 фирм. Это сколько человек? Это, ну, в каждой фирме, скажем, 3-4 человека, там, скажем так, вот взять, да, вот это умножить на 4, это, ну, человек 200 с лишним вот, работает. Ну, в общем-то, мало. Ну, это мало, безусловно, для республики мало, но здесь еще есть мультипликативный эффект. Он заключается в том, что одно рабочее место, созданное в туризме, создает дополнительно 4 рабочих места в сопутствующих отраслях, которые работают на турбизнес. Это, скажем, транспортники, это питание, это, значит, кафе, музеи, производство сувенирной продукции, да, понимаете, вот это вот в совокупности, это еще можно на 4 умножить, вот это создает. Это вот то, что касается, ну, так скажем, внутреннего или въездного туризма, то есть, скажем, если когда к нам туда приезжает. Я помню, что в прошлом году по итогам туристического сезона, когда Координационный совет рассматривал проблемы, очень много было высказано замечаний различным службам в связи с выездным туризмом. И в частности, очень большие нарекания были по обслуживанию туристов, скажем, которые чартерами летают в Китай, вот у нас тут в аэропорту Якутска. Вот что реально удалось за год сделать? Ну, я бы хотел сказать, что вот сдвиги-то есть. Вот, безусловно, аэропорт, который работает на международных рейсах, он сегодня не соответствует тем требованиям, которых мы уже, ну, потоки увеличились. Если, скажем, 2 года назад у нас, ну, в Харбин летал самолеты очень редко, да, там, да, вот, эпизодически, то, скажем, с этого года это уже регулярные рейсы, плюс дополнительные чартерные рейсы, это уже каждый день самолеты летят у нас в сторону Китая, возвращаются назад, поэтому и вот такое движение пассажиров, конечно же, вот уже этот аэропорт с его площадями, уже сложно ему это переработать. Но тем не менее, те вопросы, которые мы ставили, да, сейчас, конечно, вот есть тенденция, это уже, когда приезжают вот туристы, если там раньше было по 3 часа они сидели в порту, ну, там растаможка была, потом паспортные дела, контроль, это все, то сейчас уже поставлен 2 аппарата, досмотра. Это уже в 2 раза ускорился этот процесс, да, скажем. На пограничников там стало тоже больше, и поэтому тоже вот, уже как бы налаживается это дело, да. Мы потом работали и с китайской стороной, чтобы встречая наших туристы, когда приезжают там в Харбин, скажем, да, вот непосредственно с провинции Хулудзян мы отрабатываем, чтобы там были таблички на русском языке для наших туристов, чтобы еще какие-то моменты были. Это тоже, это, кстати, они быстро отреагировали. Да. Поэтому вот такие положительные моменты есть. И в продолжение темы туризма, несколько статистических данных, которые, я думаю, представляют интерес относительно того, насколько динамично развивается эта сфера бизнеса в нашей республике. По данным Министерства по делам предпринимательства, развития туризма и занятости, в 2005 году в нашу республику въехало порядка 2000 иностранных туристов. Ну, для сравнения скажу, в 2000 году их было всего только 220 человек. 15 тысяч якутян за этот же год, 2005, выехало за границу. В том же 2000 году их было всего чуть более 2000 человек. Ну и, наконец, купили путевки в различных туристических агентствах и фирмах для посещения различных достопримечательностей на территории непосредственно нашей республики примерно 47 тысяч человек. В 2000 году их было 23 тысячи человек. В пятницу День предпринимателя нашей республики продолжит свою работу. Основное мероприятие в этой программе, в его программе, это открытие так называемого бизнес-инкубатора в Якутске. В нем несколько десятков предпринимателей получат, во-первых, рабочие места для занятия своим бизнесом, а кроме того, они будут иметь возможность иметь бухгалтерское и юридическое сопровождение этого бизнеса. Ну, речь идет прежде всего, конечно же, о начинающих предпринимателях. Вот в такой инкубаторской, что ли, обстановке они смогут провести первый год-два своей предпринимательской жизни. Ну и еще одно мероприятие в рамках Дня предпринимателя – это вручение награждения нагрудными знаками лидеры перемен наиболее продвинутых предпринимателей в нашей республике. Ну, на сегодня все. До свидания.